Добрый день! Привет, ребята! Вас приветствуют участники отряда юных инспекторов движения города Казани. Мы начинаем наш веселый, Познавательный, открытый урок. Уроки открыты, открытые уроки. Давайте вместе повторим эти строки. Юные инспекторы расскажут обо всем. Открытые уроки все вместе проведем. Для начала давайте определимся, что это такое. А у нас рубрика «Автословарь». Основы оказания первой помощи пострадавшему – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего. Ее должен оказывать тот, кто находится рядом с пострадавшим, или сам пострадавший, до прибытия медицинского работника. Каждый человек должен владеть приемами первой помощи при различных несчастных случаях. В 1890 году появились наборы первой помощи. Они представляли собой большие деревянные ящики, содержащие антисептики, хирургические принадлежности, шины и другие медицинские принадлежности, а также детальные инструкции по лечению травм и повреждений. Предлагаю отправиться в гости к тому, кто знает об этом все и даже немного больше. Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам покажу основы оказания первой помощи. Если вы оказались на месте происшествия, вам необходимо обеспечить собственную безопасность. Для этого необходимо выставить знак аварийной остановки в населенном пункте не менее 15 метров, вне населенного пункта не менее 30 метров. Для оказания первой помощи необходимо использовать медицинскую аптечку, которая находится в любом автомобиле. Также вы можете использовать любые подручные материалы. Обнаружив пострадавшего, мы производим осмотр, в ходе которого обнаружили кровотечение. Кровотечение бывает нескольких видов: артериальное, венозное, капиллярное, а также смешанное и внутреннее. Если вы обнаружили артериальное кровотечение, первым делом необходимо сделать пальцевое прижатие. Это делается либо нажатием кулака, либо нажатием пальцев. После чего необходимо наложить жгут выше места ранения. Делается таким образом. После этого необходимо указать время и положить под жгут записку с указанием данного времени наложения. После чего, увидев и убедившись в том, что кровь остановлена, необходимо прощупать пульс. Пульс ниже жгута не прощупывается. Это означает об эффективности наложения жгута. Венозное кровотечение, обнаружив которое, необходимо освободить травму от одежды, наложить салфетку, после чего сделать спиралевидную давящую повязку. Первым туром мы делаем замок. Замок мы фиксируем следующим туром. Делаем несколько оборотов для того, чтобы кровь у нас остановилась. После чего разрезаем бинт. Делаем 2 хвостика. Можем связать их между собой, а можно перекрестным образом перекрестить и фиксируем повязку бантиком. После чего для уменьшения кровотечения необходимо использовать охлаждающий пакет. Для этого необходимо уложить его на ровную твердую поверхность и ударом кулака привести его в действие, после чего гранулы превратятся в лед. Накладываем холод либо на ткань, в нашем случае это на одежду, и накладываем на травму. Следующий вид кровотечения – это капиллярное, обнаружив которое, необходимо положить салфетку на место ранения и зафиксировать ее лейкопластырем. После чего также необходимо использовать холод, который приводим в действие ударом кулака
после чего гранулы превращаются в лед. Накладываем холод также поверх ткани либо одежды. Следующий вид кровотечения – это внутренний. Обнаружить мы его можем, увидев гематому на месте ранения. Остановить мы его можем, приложив холод. Для этого необходимо уложить холод на ровную твердую поверхность, ударив кулаком, привести его в действие. При этом гранулы превратятся в лед, и накладываем мы его поверх одежды. Самое важное, что вы должны сделать, обнаружив пострадавшего при ДТП, это вызвать скорую помощь по номеру 112. Рассмотрим переломы. Перелом бывает двух видов. Это открытые и закрытые. Открытые – это когда кожные покровы нарушены. При закрытых кожные покровы целостные. Обнаружив перелом, вам первым делом необходимо сделать иммобилизацию. Для этого вы можете использовать картон, дерево, любые подручные материалы. И сейчас я вам это продемонстрирую. После наложения шины ее необходимо зафиксировать бинтом либо любыми подручными материалами. Прием аутомобилизации. Для этого нам необходимы будут подручные материалы в виде валика, который мы укладываем между ног и фиксируем несколькими лямками ниже ранения и сустав выше ранения. Сегодня мы с вами изучили основные виды ранений. Теперь вы знаете, как оказывать первую помощь пострадавшим. Чтобы вы и ваши близкие не попали в подобную ситуацию, соблюдайте правила дорожного движения. Всего доброго и будьте здоровы! Во вторую субботу сентября во всем мире отмечается День оказания первой медицинской помощи. Помните, ваши знания могут спасти жизнь. И у нас есть задание. Выучи основные приемы оказания первой помощи пострадавшим. На этом наш урок закончен. До свидания, ребята! До новых встреч! Уроки открыты, открытые уроки. Давайте вместе повторим эти строки. Юные инспекторы расскажут обо всем. Открытые уроки все вместе проведем.